На осетинском языке говорит около 500 тысяч человек, прежде всего в Республике Северная Осетия, Алания, на Северном Кавказе в составе Российской Федерации, также в Южной Осетии, также есть крупная диаспора в Турции, которая связана с переселением мусульман в Османскую империю в XIX веке. Осетинский — это иранский язык индоевропейской семьи. Он делится на два диалекта — иронский и дигорский. Линия разделения между которыми проходит не между Северной и Южной Осетией, как можно было бы предположить, а между западной частью Северной Осетии и всеми остальными регионами, где говорят на осетинском языке. То есть здесь сюда входит восточная часть Северной Осетии и Южная Осетия. Эти два диалекта очень сильно отличаются между собой, как в фонетике, так и в лексике и в грамматике. Официально, с точки зрения Конституции Северной Осетии, оба диалекта имеют равный статус, оба имеют литературные нормы, которые развиваются с конца XIX века, но на практике иронский диалект доминирует. И очень часто в литературе его называют основой осетинского литературного языка. Здесь, конечно, когда я говорю о том, что осетинский — это иранский язык, возникает вопрос, откуда иранский язык появился на Северном Кавказе. Действительно, осетинский находится в окружении языков других групп: нахско-дагестанских, абхазо-адыгских, тюркских и картверских. Причем те иранские языки, которые распространены в других регионах Кавказа, например, татский, талышский, отчасти курдский, очень далеки от осетинского. Вообще осетинский далек от всех остальных современных иранских языков. Связано это с тем, что осетинский язык является продолжателем языков, которые называют в литературе скифо-сарматскими наречиями, то есть языков, на которых говорили вот эти вот иранские племена. В первом тысячелетии нашей эры одна из групп вот этих сарматских племен, аланы, основала царство, которое включало часть территории Северного Кавказа и Кавказских предгорий. Это царство было достаточно могущественной региональной державой, имело дипломатические отношения с Византийской империей, как мы знаем из источников. Официальной религией, по-видимому, было христианство, и сохранились некоторые храмы, но в XIII-XIV веках в результате сначала монгольских нашествий, затем нашествий Тамерлана это государство было разрушено, и осетинский язык остался только в высокогорных частях Северного Кавказа, где, собственно говоря, осетины и жили до XVIII-XIX веков. И связь между осетинским языком и вот этими древними иранскими языками была окончательно установлена в XIX веке благодаря методам сравнительно-исторического языкознания. Сначала первым человеком, который это убедительно доказал, был Андрей Михайлович Шогрин, финский лингвист, который помимо осетинского занимался также и финно-угорскими языками, и многими другими языками. Он автор первой грамматики осетинского языка. Далее его дело продолжил Всеволод Федорович Миллер, а в XX веке одним из крупнейших осетиноведов был Василий Иванович Абаев, знаменитый иронист и, можно сказать, один из самых уважаемых людей в Осетии. Недавно, в прошлом году, как раз отмечалось его 110-летие со дня его рождения. Здесь можно привести много примеров того, как осетинский язык связан с этими вот древними скифо-сарматскими наречиями. Например, в литературе, в греческих источниках зафиксировано скифо-сарматское слово «данаразмакос», которое, соответственно, очень легко на современной осетинской почве разделяется на элемент «дан», который соответствует осетинскому «дон», что значит «вода». А «аразмакос» очень напоминает имя героя Урузмага, одного из персонажей нартовского эпоса. Таким образом, связь между осетинами и вот этими скифо-сарматскими племенами можно считать установленной достаточно надежно. Кроме того, важным элементом для понимания истории осетинского языка является нартский эпос. Это сказание о мифических богатырях, которые распространены на всем Северном Кавказе и, как считают исследователи, сочетают в себе элементы как индоевропейские, иранские, так и северокавказские. Ну и как считается, в осетинском наиболее силен именно иранский элемент. И, например, известный французский лингвист Жорж Дюмезиль считал, что нартовский эпос отражает во многом структуру проиранского или даже проиндоевропейского общества. Конечно же, помимо иранского наследия, в осетинском языке не могло не появиться много элементов иноязычного влияния, ведь осетины в течение многих столетий проживали на территории Северного Кавказа в окружении носителей совсем других языков. И здесь, конечно же, это влияние очень велико. В частности, можно отметить то, что среди базовой лексики в осетинском языке около 10% заимствований, что довольно много. Причем большая часть этих заимствований происходит из нахско-дагестанских языков. И в связи с таким большим количеством заимствований в лексике и грамматических влияний некоторые лингвисты, в частности Василий Иванович Абаев, выдвинули гипотезу о субстратном влиянии кавказских языков на осетинский язык.
Под субстратом в лингвистике понимается ситуация, когда некоторый этнос переходит со своего старого языка на новый язык, в данном случае на осетинский, но сохраняет в лексике, в грамматике какие-то элементы своего вот этого первого языка. Ну, данный вопрос в науке пока является дискуссионным, потому что у нас недостаточно данных. Есть некоторые археологические данные, есть некоторые генетические данные, которые могли бы подтвердить это предположение, но пока что они достаточно противоречивы. То есть есть исследования, которые говорят, что да, вот осетины в значительной степени продолжают местные популяции, есть действительно, с другой стороны, исследования, которые показывают значительную связь осетин именно с носителями иранских языков, генетическую. То есть это, по-видимому, вопрос пока в науке до конца не решен. В качестве примера осетинской письменности я могу привести название города Владикавказа на осетинском языке. По-иронски оно звучит как Зауджакау, а по-дегорски звучит как Дзауагигау. С точки зрения морфологии это название является сложным, и оно раскладывается на два элемента. Во-первых, это форма Зауджи по-иронски и Дзауги по-дегорски, что обозначает имя собственное Дзауг в родительном падеже. А далее идет слово Кау в иронском и Гау в дегорском. Это слово означает селение. То есть изначально название Владикавказа осетинское обозначало селение Дзауга, то есть селение, основанное неким Дзаугом. И вот это слово, несмотря на то, что это всего лишь одно слово, включает очень много фонетических особенностей, которые хотелось бы сейчас проиллюстрировать. Во-первых, вы могли заметить, и вы видите на транскрипции, что начальное «дз» в иронском произносится как «з». Это связано с тем, что уже после создания осетинской письменности в иронском диалекте, точнее в наиболее распространенных говорах осетинского иронского диалекта, произошли определенные фонетические изменения. В частности, африкаты, то есть звуки «дз» и «ц», перешли в свистящие «з» и «с». А с другой стороны, старые «з» и «с» перешли в «ж» и «ш». Таким образом, возникло расхождение между тем, как осетинский язык большинством носителей произносится, ну, в своей иронской форме, и тем, как он пишется. Тут, конечно, повлиял также и тот же Коста Реванович Хитагуров, в диалекте которого наиболее долгое время сохранялись вот эти вот исходные значения этих букв. В Южной Осетии тоже есть свои произносительные особенности, там, наоборот, «дз» произносится как «ж», а «ц» произносится как «ш». Как вы видите на примере названия Владикавказа, в дегорском диалекте эти изменения не произошли. Там все, грубо говоря, читается так, как пишется. Другая особенность, которую вы можете здесь видеть, это та буква, которая следует за «дз». Это такая соединенная буква, состоящая из «а» и «е». Это единственный символ, который в осетинском алфавите не имеет соответствия в обычной русской кириллице. Эта буква обозначает звук, который похож на русское безударное «а». То есть вот в осетинском обычное «а», которое пишется обычной буквой «а», это такой, скорее, задний звук «а». А вот эта буква обозначает среднее такое «а», и несколько более краткое. Кроме того, здесь мы видим в иронском букву «ы», которая на самом деле обозначает не звук «ы», как в русском языке, а некоторую центральную гласную, которую вот в лингвистике принято называть «шва». Она произносится примерно как безударное «о» в слове, первое безударное «о» в слове «молоко». То есть вот такой центральный звук «э». Это связано с тем, что дегорские звуки, которые, видимо, были такими же в праосетинском, и «у» в иронском перешли в эту вот центральную гласную «ы», «э». А наоборот, дегорские «е» и «о» перешли в «и» «у». То есть произошло такое достаточно серьезное фонетическое изменение, которое привело к тому, что действительно очень часто носитель иронского языка не поймет носителя дегорского языка, если он говорит, конечно, на дегорском диалекте. Кроме того, здесь мы видим в иронском африкату «дж», это звонкий аналог звука «ч», а в дегорском мы видим «г». Это связано с тем, что в иронском произошла полуторизация, то есть переход звуков «к» и «г» в «ч» и «дж» по сравнению с дегорским диалектом. Наконец, вот мы также в конце этого слова видим такие вот сочетания тоже из двух букв: «х» твердый знак в иронском и «г» твердый знак в дегорском. Эти двойные буквы обозначают, соответственно, увулярный смычный, вот такой звук «х» в иронском, а в дегорском «г» и твердый знак обозначают увулярный звонкий фрикативный, который похож на французское «р», то есть «р». Ну и, наконец, на этом примере мы также видим, что буква «у» на самом деле имеет два значения. Одно из них — это, собственно, гласный «у», которого мы здесь не видим, а другое — это «у». Здесь мы, соответственно, имеем, как английское W, да, такой звук. Здесь мы видим его в двух позициях. Другое слово, которое я хотел бы здесь привести, это слово «уаштерджи» в иронском диалекте и «уасгерги» в дегорском диалекте. Это слово обозначает святого Георгия. Во всяком случае, так это интерпретируется традиционно. На самом деле ситуация несколько сложнее, потому что у осетин, как и у многих других народов,
в народной религии сочетаются как христианские элементы, так и какие-то остатки более ранней религии. И в частности, святой Георгий, конечно же, в осетинской мифологии есть Бог, единый Бог, который по-осетински называется Штыр-Хусау. Собственно, Штыр значит большой или великий, а Хусау значит Бог. Но Бог действительно един, но есть и много святых, или, как еще называют, ангелы. Для обозначения этих, скажем так, небожителей используется слово «зуар», которое заимствовано из грузинского и обозначает изначально крест. Но значение было перенесено также на связанное с этим явление, стало обозначать, во-первых, святое место, любое, не обязательно христианский храм, но и какие-то традиционные места поклонения, а также тех небожителей, тех божеств, которые связаны с этим святым местом. Соответственно, вот Уаштырджи — это тоже один из таких зуаров. И один из самых главных. Он считается покровителем мужчин, покровителем воинов, охотников. И на традиционном осетинском застолье первая молитва, или, как говорят в народе, тост, хотя, конечно, не совсем верно, первая молитва посвящена Богу, вторая молитва посвящена Уаштырджи, святому Георгию. Более того, надо заметить, что женщины не могут называть Уаштырджи по имени, как традиционно считается. Вместо этого они называют его Лакте-Зуар, что означает, Зуар — мужчин, то есть божество мужчин, мужской святой. Как мы видим, в иронском варианте этого слова трудно рассмотреть имя святого Георгия. Однако в дегорской форме, которая, по-видимому, более архаична, мы видим вот этот элемент Герги, который, очевидно, связан со святым Георгием. А элемент «вас», видимо, изначально обозначал, собственно, святого. Хотя в современном языке он скорее обозначает известие, новость, также статья. То есть это какое-то такое значение, которое сильно изменилось, но можно его так реконструировать. В качестве примера языка я приведу первое четверостишье первого стихотворения, входящего в сборник Костахи Тагурова «Ирон Фендер. Осетинская лира». «Непармен кадиудем мажарак, кавагов акаша маяк, кайжардана агура карак, уйжарат ехифандиак». В литературном переводе оно звучит как «Прости, если отзвук рыдания услышишь ты в песне моей, чье сердце не знает страдания, тот пусть и поет веселей». Это приблизительный перевод, а подстрочный выглядит так, как вы сейчас видите на экране. Здесь можно обратить внимание сразу на несколько грамматических и фонетических особенностей осетинского языка. В первом же слое вы видите форму «непар», и вы видите различие между написанием и произношением. Пишется оно «ныббар», а читается «непар». Здесь нужно сказать несколько слов вообще об этом глаголе и о том, как он строится. Сам по себе глагол имеет основу «бар» или в форме в неопределенной форме «барен», это значит «прощать». И к нему присоединяется приставка «ны». Эта приставка вызывает удвоение начального согласного. Как мы помним, в осетинском языке смычные не имеют звонкого геминированного варианта. У них есть только геминированный глухой вариант, глухой придыхательный, звонкий и абруптивный. Таким образом, этот согласный в результате удвоения оглушается и превращается из звонкого переходит в геминированный. Кроме того, в этой же форме мы видим использование глагольных приставок. Интересно, что в осетинском языке они используются очень похоже на то, как они используются в русском языке. То есть большинство глаголов без приставки имеют значение несовершенного вида, то есть какого-то там, грубо говоря, длительного действия. Присоединение глагольной приставки переводит глагол в совершенный вид. При этом следует сказать, что, как и в русском языке, большинство этих приставок изначально имеют пространственное значение. Но с глаголами, не обозначающими движение или перемещение в пространстве, они получили именно семантику вида. И такое сходство между осетинским и славянским языками очень интересно и необычно. И в частности, Василий Иванович Абаев даже предположил, что это так называемая скифо-европейская изоглосса, то есть в результат какого-то там древнего взаимодействия между носителями аланского языка или, может быть, скифского языка и носителями славянских языков. Но, по-видимому, эта гипотеза все-таки излишне смелая, потому что мы сейчас знаем, что, во-первых, в славянских языках вид сформировался сравнительно поздно, во всяком случае, в той форме, в которой мы его имеем в современном русском языке и в других славянских языках. А с другой стороны, похожее развитие приставок в показателе совершенного вида засвидетельствовано, например,
в грузинском языке, который совсем находится по соседству с осетинским. Хотя, конечно, конкретные особенности там другие, можно считать, что это скорее, скорее результат какого-то местного ареального развития. Про это достаточно подробно в своих работах писал Петр Михайлович Аркадьев, и вот, если вам это интересно, можете подробнее про это почитать у него. Другая особенность этого примера — это так называемые клитики. Вот вы видите здесь в транскрипции некоторые слова имеют перед собой знак равенства. Таким знаком в лингвистике принято обозначать слова, которые имеют некоторую самостоятельность с точки зрения их линейной позиции в предложении, с точки зрения способности присоединяться к другим словам, однако произносятся вместе с предшествующим или следующим словом, имея одно ударение. То есть произносятся они как префиксы или суффиксы, а синтаксически они ведут себя как самостоятельные слова. В осетинском языке широко представлены так называемые клитики второй позиции, или вакернагелевские клитики. Эти клитики отличаются тем, что они могут ставиться после любого слова в предложении, но они должны обязательно занимать вторую позицию в предложении. То есть они присоединяются либо к первому слову, либо к первому словосочетанию. Здесь мы видим, что клитики присоединились к глаголам в обоих случаях, но это просто случайное совпадение. Если бы в начале предложения стояли, допустим, существительные, клитики стояли бы после них. Главное, что нельзя, например, передвинуть эти слова в конец предложения. Это сделало бы предложение неправильным. Хотя все остальные слова в осетинском языке позиционируются достаточно свободно. И вот такие вот клитики, которые произносятся после первого слова или после первой, скажем так, первой группы, имеющей ударение, это особенность именно индоевропейских языков. И, по-видимому, унаследована она осетинским от проиранского состояния. Эта система в осетинском очень жива, очень продуктивна и не имеет никаких признаков отмирания. Собственно, следы таких критик мы можем видеть и в русском языке. Например, слово «ли» в вопросительных предложениях тоже позиционируется по вот этим принципам второй позиции. Но в русском таких слов осталось мало, в осетинском система критик очень широко развита. Кроме того, во второй строчке вы здесь видите слово «кавэгау». Собственно говоря, само слово «кавэг» обозначает «плачущий». Но на нем стоит показатель, который я здесь обозначил как «экв». Это обозначает экватив, то есть сравнительный падеж, который можно перевести на русский словом «как». То есть в осетинском языке в число 9 падежей в иронском и 8 в дегорском входит вот такой достаточно редкий падеж, обозначающий сравнение. То есть «кавэгау» значит «как плачущий». И, кстати говоря, вообще в осетинском языке падежная система очень интересна, потому что она, по-видимому, в целом не унаследована от проиранского состояния. Большинство иранских языков утратили либо вообще все падежи, которые были в древнеиранских языках, либо большинство из них оставив 2 или 3 падежа. В осетинском же языке мы видим 9 падежей в иронском и 8 в дегорском. Связано это с тем, что большинство этих падежей уже развелись позже, либо из послелогов, либо из каких-то других грамматических показателей. Некоторые лингвисты тоже здесь видят влияние кавказских языков, хотя здесь вопрос достаточно сложный, как и везде, потому что соответствие этой системе в соседних языках найти трудно. То есть можно найти в целом общий принцип того, что падежей много, и они формируются достаточно так агглютинативно, то есть достаточно регулярно. Но конкретные соответствия этой системы, так чтобы все падежные показатели, точнее все значения падежей совпадали, найти трудно. То есть здесь можно строить только некоторые гипотезы, но пока этот вопрос до конца не решен. В последних 2 строчках мы видим предложение, которое буквально можно перевести как «чье сердце не знает оплакивания, тот пусть поет свое желание». Ну и в русском переводе переводчик предпочел сохранить эту конструкцию, но в русском языке, как мы видим, она распространена, но все-таки используется сравнительно редко, а в осетинском она используется практически для всех типов сложного предложения. То есть у вас сначала идет одно предложение, в котором используется вопросительное слово, а потом следует главное предложение, в котором этому вопросительному слову обязательно соответствует какое-то указательное местоимение. Причем это касается не только таких вот обобщающих предложений, как в данном случае, но и любых других предложений. Например, возьмем сложных предложений. Возьмем, например, относительное предложение, которое в русском языке выражается как «я видел отца девушки, которой ты подарил цветы». В русском языке у нас есть слово «девушка», и рядом с ним есть относительное предложение, в котором есть относительное местоимение. В осетинском буквальном переводе такое предложение будет звучать как «которой девушке ты подарил цветы, я видел ее отца». То есть сначала вы вводите зависимое предложение, причем обычно в нем используется уже вот это существительное, о котором мы говорим, а в главном предложении присутствует только местоимение, которое к нему отсылает. И такая особенность тоже характерна для древних иранских и индоарийских языков. Для современных иранских языков она не характерна, хотя она характерна, допустим, для индоарийских языков. Так что здесь тоже можно видеть некоторый такой архаизм в осетинском синтаксисе.
И, возможно, осетинский даже развил эту конструкцию шире, чем другие, чем она существовала в древних иранских языках.